Его просто-напросто маринуют там. У него действует одна отточенная схема. Очень обвиняется он в особо крупном размере в подделке документов для студентов. Можно сказать, я на всю страну назвал его обманщиком. Сказали, что наш сын из-за этого пакистанца повесился. Оказывается, на этот университет не было правоустанавливающих документов. Үстүбүздөгү жылдын май айынан бери Юсупов Тайыр Казакстан Республикасынын жараны Бишкек шаардык убактылуу кармоочу жайында камакта. Себеби пакистандык Али Ихсанга таандык Аль Мадина Трейдинг жоопкерчилиги чектелген коому Тайырды алдамчылыкка айыптап, 1-май райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Анда арыз ээси алгач 33 000 АКШ долларына чамалаш кыймылсыз мүлккө зыян болгондугун белгилеген. Бирок арыз жазылгандан кийин келтирилген зыяндардын суммасы 50 000 долларга, андан кийин 76 410 000 долларга чыккан. Мында 12 000 долларга татыган 40 тонналык 3 контейнер, автоунаалардын 40 410 долларлык тетиги, 2001 жылы чыгарылган Honda Aria кызматтык унаасы жана Досто Кичи районунан бир бөлмөлүү батир камтылган. Муну Тайырдын жактоочусу Нурлан Токталиев АК-пресске маалымат берип жатып, бул иштин жүйөсү жок эле айыптоо деп белгиледи. Себеби тергөө бул суммага тийиштүү далил келтирбей туруп, Тайырды камакка алгандыгын айтат. Я со следователем тут же разговаривал, говорил, покажи, пожалуйста, документы, как вы предъявляете обвинение. Согласно закону, любое постановление должно быть мотивировано. А он что делает? Он просто тупо переписывает заявление потерпевшего в свое постановление без мотивировки и обоснований. Кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что мы неоднократно обращались с ходатайством к следователю с просьбой обосновать сумму. Алгач Тайырдын ишин 1-май райондук ички иштер башкармалыгында Осмон Шамырканов аттуу тергөөчү тергеген. Бирок ага Тайыр ишенбөөчүлүк көрсөтүп, прокуратурага арыз жазганда ишти Ленин райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүп беришкен. Анткени менен тергөөчү иш куугандай Ленин райондук ички иштер башкармалыгына которуп барып, дал ошол Тайырдын ишин колго алган. Тут уже и логично, нужно было подойти руководству следственной службы. Если он пишет заявление такое, не доверяет следователю, зачем поручать уже в другом районе этому же следователю уголовное дело? С данным заявлением мы обращались с жалобой уже в Ленинскую прокуратуру с просьбой принять меры. Это же какое-то, получается, издевательство. То есть здесь он говорит, что следователь ведет дело однобоко, необъективно. Ему говорят, хорошо, давай в другой район. И в другом районе то же самое. Ну, разве это не смешно? Тергөөчү Осмон Шамырканов алдамчылык беренесине тийиштүү иштерди тергегенге укугу жок экен. Ал каракчылык беренесине тийиштүү гана иштерди тергөөгө укугу бар экендигин Нурлан Токталиев билдирди. Хотел бы еще добавить то, что нам стало известно, то, что этот следователь состоит в другом отделе. То есть он не должен расследовать мошенничество, он расследует разбой и кражи. Жактоочу тергөөчүгө бул окуяга күбө болгондорду чакыруу керек экендигин, ал тургай байланыш телефон номерлерин чейин бергендигин айтат. Бирок тергөө буга дагы көңүл бурган эмес. Кроме того, хотел бы еще обратить внимание на то, что тех свидетелей, которые указывают в своих показаниях мой подзащитный, следователь считает, что это выдуманные люди, то есть их нету. Хотя я вам предоставляю номера телефонов. Говорю, что вот есть свидетели, мы готовы просто-напросто. Вызовите на допрос. И что же он делает? Ничего не делает. Никаких допросов, ничего не происходит. То есть, на мой взгляд, что происходит? Его просто-напросто маринуют там, для того, чтобы он, в конце концов, согласился со всеми обвинениями, ради того, чтобы просто оттуда выйти. Күбө деп калдык. Күбөлөрдүн арасында Нурлан аттуу жаран бар. Нурлан деген атты Аль Мадина Трейдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун арызында дагы көрсөтүлүп турат. Бирок Нурлан бүгүнкү күнгө чейин сурак болбогондугун билдирди. Эч кандай тергөөдөн качкан, жашынган жок. Тергөөгө башында первомайскыйда чакырганда мен барып тергөөчүнү 1 саат күтүп отургам, ал жерде өзүнүн сотрудниктерди деле күбө болуп бере алат. Башка тергөөчүгө киргизгиле эме шашып атам, кете берейин десем, башка тергөөчү ала албайт, эми ошо тергөөчүгө беришиңиз керек деп 1 саат күттүргөн. Кайсыл тергөөчү? 1 саат келбей. Так.
Осмон Камырханов эмес? Осмон деген бала. Ошол. Барып 1 саат күтүп, жоктугуна келбей койгондо сотто жүрөт, биякта жүрөт деп чакырып алып кайт өзү кечке күттүргөн мен кетип калгам. Кетип жумуштарым Андан кийин чакырыштыбы? Ошо ойдон андан кийин бир маалымат уктум, которулуп кетти бөлөк роботта деп. Андан кийин чакырылган жок. Чакырганда жок, чалганда жок. Ал эми арыз ээси үйдү сатып жиберди деп АК пресстеги маалымат жыйынында айтты. Буга чейин Тайырдын жакындары да пресс-конференция уюштургандан соң ага жооп кылуу максатында алар дагы маалымат жыйынын уюштурушкан. Я хочу пояснить, что Юсупов Таир, он был у меня как наемник работник. Мы в течение 5 лет, он выполнял мои поручения и работал у меня. Когда он не был моим партнером, у него этот не было, он моим партнером не был. Когда меня не было, я уезжал в Пакистан. В моем отсутствии он использовал. И этот Нурлан, вместе с него, они втащили там запчасти с нашего базы. Запчасти тащили, 3 контейнера тащили. А потом, кроме этого, была однокомнатная квартира. Вот эта квартира нам давали, которую мы продавали товар, они нам дали вместе товара. Я временно оформил на по доверенности на Юсупов Таиров. И эта квартира он тоже оформил на Нурлана без моего разрешения. Еще была машина, еще некоторые были такие клиенты, которые они у нас брали товар, и вот этот товар они деньги взял Таир и нам не возвращает. Вот на сегодняшний день он меня ничего не вернул. Мы встретили всего тетя, мама, вот они здесь сидят. И они нам обещали, что мы поставим залог. Мы готовы были с ними на встречу идти. Но на сегодняшний день они знают наши офисы, наше место работы знает. Никто из них не пришел. Нам не ставил залог, чтобы вот этот... Потому что у меня есть партнеры. Вот это деньги не мои, вот я им тоже как будто отчитываюсь. Нурландын бул ишке күбө болуп калгандыгы боюнча айта кетсек, Али Ихсан Юсупов Таирге Достук Кичи районундагы батирди мыйзам чегинде каттатып берет. Анткени Ихсан Таирге карыз болгон. Ал эми Таир Казакстан Республикасынын жараны болгондугуна байланыштуу үйдү күбө деп жаткан Нурланга убактылуу каттаткан. Тагыраагы үй сатылган эмес. Муну Нурлан өзү тастыктады. Нурлан мырза, ошол үй боюнча суроо берейин эми. Үйдү Таир ошо сизге саткан дейт. Кайсы үйдү? Достук микрорайонунда 1 бөлмөлүү батир бар экен, Али Ихсан ошо меники болчу дейт. Жок. Ал эч кандай сатылганда жок. Ал квартирада турат. Ал Таир деген бала, ал гражданин Казакстана биринчиден. Ал өзүнө эч кандай оформлять эте албайт экен. Келинчегин оформлять этем десе паспортун таппай. Генеральный доверенность жаздырыптыр негизичи хозяйыны. Ал хозяин таба албай калам, срогу бүтүп бартат, байке сизге ишенип оформлять этип турайын, анан кийин өзү паспорт тапсам кайта өзүмө же тияка оформлять этип алам дегенден мен макулдукту бергем. Документацияны карасам бүт Юсупов Таирдин намында болчу. Ал эч кандай сатылганда эмес, сатылбайт дагы да. Ал негизи Юсупов Таирдин намындагы үй. Юсупов Таир кимге оформлять эткиле же мага өзүмө же бөлөк бир оформлять эт десе, мен дароо оформлять этип бергенге даярмын. Только через нотариус аркылуу. Чоң рахмат. Жактоочу тергөөчү тарабынан күбөлөрдүн бири суралып, бирок ага басым болгондугун ачыктады. Мени ошол машина менен келип, 1-2 жигит келип салып кетти да. Ошол машинеге салгы чакта ошо деле мага давление көргөзө башташты да. Сиз охранада болгон жооптун баарын сизде болсо, анан сиз кошо замешанийсиз деп эле коркутуп үркүтө башташты да. Себеби мен кичүү балдар менен тең балдар экен, мисалы ойлосомчу. Жап-жаш балдар. Улам бирөө келип сурайт, турам бирөө келип сурайт, анан ошо менен отуруңуз деди.
орман менен болчумун. Анан 1 май ровдусуна алып барды, алып барганда жолдо карата эле ошол тиги калп айтсаңыз сиз камаласыз. Эле ошол эми мындай да мисалы үчүн биз чоң уур кылбасак, жигиш өлтүрбөсөк, анан бизге мисалы үчүн андай орой мамиле Қанша сағат кылат. тұрмады? Иә. Қанша сағат уақытқа қалды? Мени уже 3 сааттан ашык кармашты 1 май ровдусунда. Улам бирөө келип сурайт, эшикке чыгып кетчет, кайра бирөө келет. Анан мен ойлошума караганда бул тиги документальный мисалы үчүн кагаз жүзүндө жаз деген жок. Улам кирүүгө эле сурап эле допрос кылып эле. Маалымат жыйынында Тайырдын эжеси Али Ихсан менен болгон сүйлөшүүсүн дагы мындайча баяндайт. То, что когда мы встречались с Али Ихсаном, когда вот он нам предложил встретиться, мне почему-то интересно было, что он так уверенно говорил, что вот вы залог предоставьте, я вашего сына отпущу. Мы так и не поняли, где доказательства, где чего, просто так ему залог предоставить, да, вот просто Али Ихсан, он так уверенно говорил, что я вот отпущу вашего сына, как будто он... Ну, как будто он решит это, Да. решит вопрос. Он нам ничего не предоставил, мы ему сказали, все, на следующий день он нам не позвонил, я звонила, он телефон не брал. Через неделю он опять объявился, опять назначил нам встречу, что опять хочет переговорить о залоге. Но я говорю, хорошо, ладно, вы только, говорю, предоставьте ей, чтобы на вас это было оформлено. Баса жогоруда Али Ихсан 40 тонналык 3 контейнер сатылып кетти деп жатты эле. Бул абалда Тайырдын жакындары эч кандай контейнер сатылбагандыгын бизге билдирди. Алып тургай контейнер ордунда тургандыгын көрсөтүштү. Биздин колго тийген аудио материалга көңүл бура турган болсок, Али Ихсан ачык эле Юсупов Тайырды кандай абал болсо дагы камакка алдырарын кесе айткан. Я пойду на все. Я готов еще много денег потратить среди всех органов. Я его так накажу, что он это в жизни не забудет. Он забудет это, он в жизни. Ему большой, хороший, ему это будет, урок будет. Ал эми Али Ихсан тууралуу маалымат айта кетсек, Али Ихсан 1988 жылы 1 августта төрөлгөн. 2021 жылдын 25 майында Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Медицина жана илим эл аралык университетинин директору. Мындан сырткары Аль Мадина Трейдинг жоопкерчилиги чектелген коомундагы директору. Али Ихсан Тайырдын жакындары маалымат жыйынын берген соң, алда өзүнүн версиясын айтуу үчүн АКПРСке барган. Бирок бул жерден Камил аттуу жаран Али Ихсан аны $300,000 күйгүзүп кеткендигин айтып чырылдап чыкты. Ихсан! Что ты убегаешь? Не скандальте там. Мы не скандалим, просто он 3 года, что 30 А что вы уходите? А что вы уходите? Там что вы некогда? А с чего вдруг? Ну что вы убегаете? Вы же сейчас такие честные были там. Иди. Вы же мне некоторое время назад сказали, что вы его больше не знаете, не общаетесь. Кого? Ихсана. Когда я вас просил, иди, пожалуйста, вы его устройте нам встречу, пожалуйста, иди. Слушай, это твои дела, разбирайся. Да при чем тут мои дела? Это же вы вот составляли договор от вашей руки же. Вы же договор с ним нам составили. Да ладно, что ж вы? Так, все, давай. Скоро общество узнает ваше истинное лицо. Вы что? Можете Вы мне сказали, что вы с ним больше не общаетесь. Вы не можете его найти. Сегодня вы говорите, вы его бухгалтер. Можете подробно сказать, что Ихсан был, не oldu, қандай oldu? Сізді Значит, с этим вот человеком, Ихсаном, в 2019 году мы тоже договорились о совместной деятельности. У меня вот есть партнерское соглашение, я предоставлю документы. Вот это вот его бухгалтер, женщина, она составляла. В ее присутствии мы подписали договор о совместной деятельности касаемо вот горнодобывающей промышленности. Это вот в Джалабадской области, в городе Малису. Вот. Ну, все пункты, которые мы указали в этом договоре в совместной деятельности, мы в свою очередь, то есть я в свою очередь выполнил все свои обязательства. Но он не выполнил. Так как он вследствие невыполнения его обязательств, я получил ущерб в районе $300 000. И эти $300 000, они не мои деньги только. Там очень много людей пострадали, там очень много рабочих работали, водители, сторожа, повара, сотрудники. Никто до сих пор не получил зарплату. Почему? Потому что нам просто закрыли доступ на этот карьер, месторождение. А доступ обеспечить нам должен был Али Ихсан. Он этого не сделал.
И хочу вас заверить, что после того, как вот эта вот женщина, мама этого Таира, она большая молодец, что она вышла сюда. Я увидел, я услышал о нем совершенно случайно, увидев этот репортаж, ее выступление. И поверьте мне, спустя 2 дня очень много людей звонят мне, выходят на меня, которые также пострадали от Али Ихсана, от его действий. У него действует одна отточенная схема, одна отточенная программа. Например? Он везде назначает замдиректоров, всю ответственность на них выкладывает, сам нигде ни за что не отвечает. Вот у меня есть, например, приказ от его имени о моем назначении замдиректора на вот этот вот карьер. Он назначил меня туда замдиректором, все, значит, дела, все работы выполнял я, он чистенький, пушистенький в сторону отошел. Точно так же, как и с этим Таиром. И точно так же еще есть другие люди. Да? У него одна точная схема. И везде он всем людям говорит, что, значит, он с чиновниками чай пьет, что у него есть покровители, что у него там крыша непротекаемая, короче. И он будет делать то, что ему, как ему нужно и что ему нужно. Это его принцип. Если бы это не так, почему он сейчас ушел от меня? Почему он убежал от меня? Можно сказать, я на всю страну назвал его обманщиком. Если это не так, он должен был остановиться и сказать, ты не прав. Я нашел более 7 пострадавших от рук Ихсана. И скоро я предъявлю их на пресс-конференции. Они готовы. И по мошенничеству у него обвиняется он в особо крупном размере подделке документов для студентов. У нас это будет иностранных студентов Пакистана. Этот Али Ихсан, он принес ущерб кыргызскому государству и народу Кыргызстана, потому что один человек умер после его расправы с внутренними органами власти. Он расправился с этим человеком, морально его опустил, и он повесился. Также этот человек этого парня вышли на нас парня и сказали, что наш сын из-за этого пакистанца повесился. с помощью правоохранительных органов. Бул маалымат жыйындан соң бизге Али Ихсандан жабыркаган жарандардын бири кайрылды. Анын колунда медицина жана Илим эл аралык университетине тийиштүү кагаздар бар. Тагыраагы Али Ихсандын университеттеги мыйзамсыз иштеринин бир учу ачыкталды. Бегимай Тилек кызы Али Ихсан менен 2019-жылы медицина окуу жайларынын биринде таанышкан. Анда ал Бегимайды өзүнүн университетинде иштеп берүүнү суранат. Бирок айлар бою Бегимайдын иштеп жаткан айыл акысын берген эмес. Ошол учурда Али Ихсандын университети мыйзамсыз иштерди алып барып жаткандыгын билген Бегимайды кош боюу кезинде жумуштан кетиришкен. Получается, наши разногласия начались с того момента, как он практически постоянно начал задерживать мою заработную плату. Моя заработная плата не составляла такой большой суммы, но он ее категорически как-то вот все время отнекивался, постоянно, я не знаю, в установленное время по договоренности он никогда вот в свое время не оплачивал мне мою зарплату. Вот. У меня-то 3 маленьких детей. Начались разногласия. Хорошо, я его понимала, я вникала в его ситуацию, ждала, проходили месяца. И так прошло 6 месяцев, и я решила, что этот человек мне просто, ну, как бы обманывает меня и не хочет мне оплачивать мою зарплату. Вот. И получается, как раз в тот момент я, как сказать, уже сворачиваясь с этой работы, выяснила, что, оказывается, на этот университет, который начал функционировать с мая 2020 года, не было правоустанавливающих документов. То есть он занимался обучением студентов без документов. На этот университет не было ни лицензии, ни каких-либо еще таких правоустанавливающих документов. Например, вот по поводу его университета, у меня это не голословные слова, у меня имеется полная комплектация документов всех его студентов,
Вот, я вам покажу сейчас на данный момент, я принесла только образец и пример, то, что я сумела распечатать, но это вот такой образец. Вот, значит, в этом университете нету правоустанавливающих документов, нет ни лицензий, да, вот, в общем, этот человек от своего университета не отчисляет ни в соцфонд, ни в госбюджет, ни налоги, он просто, я не знаю, там, занимается самовольничеством и, всю свою выгоду оставлять к себе в карман, извините. Вот, получается, здесь вот печать, да, вот идет, здесь прям вот как будто бы это вот целый документ официального университета. На самом деле это не так. Дальше, это вот получается, смотрите, данный документ отправляется в департамент консульской службы. Да? Очень странно, вот здесь, вот, кстати, консульская служба тоже поддерживает, видимо, этого человека. Вот. После вот подачи таких документов мы получаем, вот здесь вот еще есть, допустим, фото, да, этого студента, мы прикладываем 3×4, там паспорта, копии паспортов студентов, сейчас я вам покажу, извиняюсь. Вот паспорт этого студента, да, допустим. И в конце о том, что вот мы получили там визу, все такое, у нас вот такая оплата, есть чек. Вот чек о том, что консульская служба приняла данное заявление. Также есть очень много документов. Вот если правоохранительные органы действительно начнут возбуждать уголовное дело, прислушаются к моему заявлению, вот, то я думаю, что полный пакет документов, полный пакет доказательств я готова предоставить. Ийбаса, жактоочу Нурлан Токталиев Казак Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине барып, Ички иштер министрлиги анын ичинден тергөө кызматы өтө одоно мыйзам бузуу кетиргендигин таап чыгып бизге айтып берди. Дело в том, что на прошлой неделе мы давали пресс-конференцию по поводу того, что гражданин Казахстана был задержан следствием Кыргызской республики, но своевременно наши следственные органы не оповестили, то есть не уведомили казахскую сторону. С этим вопросом мы хотели просто уточнить и обратиться в посольство Казахстана. Сегодня понедельник, 8 число, мы обратились в посольство письменно, где нас также принял консул Казахской республики, где он сам сообщил, что никакого уведомления со стороны следствия они не получали. То есть они не знают, что гражданин Казахстана на данный момент под следствием и уже более 3 месяцев находится в СИЗО. Все остальное еще может добавить, мать. Вот сегодня после конференции, когда мы провели 3 июля конференцию, мы обратились... Августа. После того, как мы провели пресс-конференцию 3 августа, мы обратились в посольство Казахстана по незаконному задержанию моего сына. Моего сына держат уже 3,5 месяца. Обратились сюда, чтобы... Посольство Казахстана оказало помощь. Чтобы нам оказали помощь, потому что, оказывается, никакого уведомления не было, с органов, что моего сына задержали. Фактически его просто так держат 3 месяца. Урматтуу көрүүчү, биздин көрсөтүүдө чет жактан келген жарандар кандай мыйзамсыз иштерди алып барып жаткандыгын, ага укук коргоо органдары көмөкчү болгондугун окуя ээлеринен уктуңуздар. Ал эми Али Ихсан боюнча анын окуу жайдагы шектүү схемалары тууралуу кийинки эфирлерде тактап айтып бергенге аракет кылабыз. Ал эми Юсупов Тайыр боюнча тийиштүү кызматтар так иш алып барып, акыркы чечимди сот мыйзам талаасында гана кабыл алат деп ишенип туралы.